Добрый день! Сегодня мы продолжаем наши уроки «Медиация. Видеоуроки. Помощь». Это просветительский проект автономной некоммерческой организации внесудебного регулирования споров и конфликтных ситуаций Якутского республиканского центра медиации. Проект поддержан грантом президента Российской Федерации. Сегодня урок 11. Тема «Медиация в здравоохранении». Целью здравоохранения является сохранение, укрепление здоровья. Основополагающая роль охраны здоровья как важнейшего условия жизни в общества в период пандемии только усиливается. В видеоуроке мы рассмотрим способы предотвращения, разрешения, урегулирования и управления конфликтами. Разберем понятие разрешение или урегулирование конфликтов. Это понятие истолковывается по-разному. В данной лекции мы будем придерживаться определения, данного известным российским конфликтологом, редактором журнала «Конфликтология» Евгением Ивановичем Степановым. Он определяет его как неюридическое воздействие на конфликт самих противоборствующих сторон при участии третьей стороны. При разрешении конфликта целью является совместное, полное или частичное удовлетворение своих основных потребностей и интересов, снижение уровня конфронтации, а также локализации конфликта и сокращение материальных и моральных издержек, связанных с ним. Если разрешение конфликта – это не юридическое воздействие на конфликт, то понятие управления конфликтами связано прежде всего с процедурами юридического разбирательства. Давайте рассмотрим вопрос, каковы же причины роста конфликтогенности в сфере здравоохранения. Первое. Это формирование новой парадигмы медицины, основанной на ценности. То есть, когда оценка дается с точки зрения не только истинно медицинского эффекта, но и с точки зрения удовлетворенности пациента, его окружения и общества в целом. Второе. Изменилось само понятие здоровья. Сегодня под здоровьем понимают состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Такому изменению способствовали появление новых отраслей медицины, целью которых было улучшение внешности человека. Это рынок биологически активных добавок, БАД. Это превентивная и возрастная медицина. В-третьих, сегодня происходит процесс распространения влияния медицины на все сферы общества и их возрастание в зависимости от медицины. И как следствие, рост правовой грамотности, общей осведомленности пациента о своей болезни, что порой формирует низкий уровень доверия к врачам. Интернет изобилует всякого рода советами, как лечить. И пациент приходит уже осведомленным о своей болезни. И отсюда возрастание необходимости убеждать пациента в целесообразности назначаемых процедур и лечения. Следующая причина возрастания конфликтогенности в сфере здравоохранения – это смена модели взаимоотношения врача и пациента в результате коммерциализации медицины. Это переход от модели патернализма к модели информированного согласия. Модель патернализма предполагает доминирующий принцип отношения врача к пациенту. Пациент в этой модели выступает в пассивной роли исполнителя указаний врача.
Модель информированного согласия предполагает баланс между пациентом и медицинским работником на уровне его индивидуального здоровья. Кроме того, необходимо отметить, что часто на практике поводом для конфликта является некачественное оказание медицинской помощи. Возможно, это только понимание пациента. Нужно понимать, что коммуникативные навыки отдельно взятого врача либо иного представителя медицинской службы, их мнение о качестве оказанных услуг могут перенести конфликт из стен клиники в стены органов судебной власти. Также конфликтогенами являются любые инновации, новшества. Происходит изменение медицинских практик под влиянием новых биотехнологий. Сами по себе инновации не содержат конфликта. А вот отношение пациента к инновациям может быть не всегда положительным. Все вышеназванные причины роста конфликтогенности в настоящее время усиливаются еще ситуацией пандемии и с ростом давления на сферу здравоохранения. Следующее. Как и то, что все люди анатомически устроены одинаково, так и любой конфликт анатомически состоит из элементов конфликтного взаимодействия. Можем выделить 3 группы составляющих. Это границы конфликта, конфликтная ситуация и среда конфликта. Конфликт всегда происходит в каком-либо пространстве, имеет временные границы, то есть начало конфликта и конец конфликтного взаимодействия. Далее, это системные границы, то есть затрагивает какие-либо сферы общества, организации, коллектива. Конфликтующие стороны обозначаются как участники конфликта. Они играют важную роль в формировании конфликта, влияют на его развитие, задают специфику конфликта. Например, участниками конфликта в сфере здравоохранения могут быть врач и пациент, врач и родственники пациента, врач и врач, врач и персонал, персонал и пациент, пациент и руководитель, руководитель и персонал, врач и руководитель, врач и внешние организации, руководитель и внешние организации. Следующее. Очень важно отметить объект и предмет конфликта. Под объектом конфликта может стать элемент материального мира или социальной реальности, на котором обычно сосредоточено внимание участников конфликта. Предмет конфликта – это та сторона, характеристика объекта, которая непосредственно лежит в основе противоречия. Это некая причина, которая стала проблемой. Отношение сторон до конфликта и при конфликтном воздействии могут быть разными. Как, например, рассмотрим 4 модели взаимоотношений между врачом и пациентом. Первая модель – это коллегиальная модель, когда врач и пациент – коллеги, стремящиеся к общей цели – ликвидации болезней и защите здоровья пациента. Вторая модель – это патерналистская модель, когда авторитет врача оказывает такое влияние на пациента, что подавляет свободу и достоинство пациента. Третья модель – это техническая модель, когда врач относится к пациенту как к объекту воздействия, предоставляя принимать решения самому пациенту. Четвертая модель – это контактная модель, основанная на взаимных обязательствах и на взаимной выгоде. Предпосылкой такой модели служит доверие. Следующее – это внешняя среда конфликта. Это тот контекст, который имеется в данном обществе как культурный, социальный фон конфликта. Конфликт имеет динамику, может протекать очень быстро или тлеть годами.
существует множество подходов к определению этапов и ступеней конфликта. Но всех их объединяет то, что выделяется 3 основных этапа. Это предконфликт, собственно конфликт и постконфликтное взаимодействие. Не останавливаясь на всех этапах подробно, рассмотрим, каковы последствия деструктивно завершенных конфликтов. Конфликт значительно снижает эффективность трансляции и восприятия информации. Конфликт всегда сказывается на коммуникации, и мы видим, что для врача, для медицинского персонала в условиях конфликта возрастает большая вероятность допущения ошибки и, соответственно, сказывается на точности постановки диагноза. Для пациента это искаженное восприятие ситуации, неверное исполнение назначения или вовсе отказ от лечения. Также любой конфликт – это стресс, который негативно влияет на профессиональные качества, такие как внимательность, аналитические способности и память. Надо помнить также, что началом конфликта является кризис доверия, утрата доверия. И что делать врачу для снижения конфликтогенности? Во-первых, обладать систематизированными знаниями и умениями в области техник профессиональной врачебной коммуникации. Сюда относятся знания в области психологии, например, знание типов личности, умение реагировать на стресс, владеть специальными навыками, установление контакта, умение слушать, читать невербальный язык коммуникации, строить беседу, формулировать вопросы и так далее. Во-вторых, необходимо заботиться о собственном эмоциональном благополучии. Это владение эмоциями, способность сохранять уверенность, контролировать свои реакции и поведение в общении с пациентами, коллегами, администрацией. В-третьих, обладать знаниями о правовом арсенале оптимального предупреждения конфликтов с пациентами. Четвертое. Умение избегать и решать конфликтные ситуации. Пятое. Если же возник конфликт, то одним из способов разрешения является медиация, как способ внесудебного регулирования споров и конфликтных ситуаций. В начале лекции мы определили понятие разрешения конфликта и управления конфликтом. Мы сказали, что они различаются по способу и процедурам воздействия. Разрешение конфликта является не юридическим способом воздействия на конфликт. К нему относятся переговоры, это прямые переговоры могут быть, примирение, это согласительная процедура, и посредничество. Характерными признаками этих методов разрешения конфликтов являются следующие. Большую роль играют взаимоотношения конфликтующих сторон. Процесс разрешения конфликта носит неофициальный характер. И вмешательство третьей стороны основано на действиях, которые не всегда связаны с нарушением законодательства. Следующее. Соглашения сторон нередко не имеют юридического характера и потому не являются для сторон обязательными. Но, тем не менее, стороны в данном случае сами заинтересованы в соблюдении соглашений. Процесс разрешения сосредотачивается на потребностях и интересах сторон. Управление конфликтами осуществляется в таких формах, как администрирование, арбитраж и судебное разбирательство. Они характеризуются тем, что основываются на юридических нормах, правилах и стандартах.
Они опираются на концепции справедливого, связанного с издержками судебного разбирательства. Также решение, принятое администратором, арбитром или судьей, имеет принудительный характер для обеих сторон. Процесс управления конфликтом также сосредотачивается на обеспечении законных прав и обязательств сторон. И как итог, решение частично не удовлетворяет истца или ответчика. Победила медицинская организация, сохранили деньги, но сообщество этого не заметило, репутация все равно подмочена. Победил пациент, деньги получены, но реальная проблема же не решена. Потребность гражданина не удовлетворена. В случае же с применением медиации есть неоспоримые преимущества. Первое. И, по моему мнению, это самое важное в случае медицинской организации – конфиденциальность информации, связанной с возникшим конфликтом. Также хотелось бы отметить возможность проявления гибкости в переговорном процессе, озвучивание предложений и способов решения спора, которые невозможно зафиксировать в судебном акте. Отсутствие строгих рамок, подобных тем, которые действуют в гражданском процессе, обеспечивают более открытый и неформальный диалог между сторонами. В отличие от судьи, независимый медиатор не принимает решения за стороны, не возвышается над ними в силу какого-либо закона. Медиатор лишь направляет диалог сторон в то русло, в котором видны их истинные потребности и их желания, и как они соотносятся с реальной плоскостью конкретного конфликта. Таким образом, помогает прийти к согласию. Цель медиатора не тушить пожар спора, а найти возможность выйти из него минимальными потерями для каждой из сторон. Давайте посмотрим вопросы. В конце лекции мне хотелось бы отметить следующие вопросы, на которые надо попытаться найти ответ. Приведите примеры объекта и предмета конфликта в сфере здравоохранения. Какие знания, умения и навыки необходимы для предупреждения конфликтов в сфере здравоохранения? Как вы понимаете добровольность, сотрудничество, равноправие сторон в процессе медиации? В заключение хотелось бы отметить, что процедура медиации – это качественный скачок в понимании сервиса и культуры поставщиков медицинских услуг. Благодарю за внимание.